Нам нужно открывать каждые 10 лет новую Саудовскую Аравию, чтобы удовлетворить потребности в нефти. Представляете? Новая Саудовская Аравия каждые 10 лет. Это невозможно. Никак невозможно. Сегодня мы видим создание совершенно новой ДНК автомобиля. К 2030 году будет изменена парадигма всей конструкции автомобиля. Мы становимся свидетелями конвергенции революционных технологий. Взгляните на шоссе, и вы увидите машину будущего. Вы никогда не водили ничего подобного. Она не похожа ни на что, виденное вами прежде. Электричество. Совершенный электрический спортивный автомобиль. Бензин неэффективен. Многие люди не понимают, что происходит с бензином и теми деньгами, которые утекают в ваш бензобак. Только 25% смеси воздуха с бензином дают нам необходимую для движения энергию. Остальные 75% вылетают из выхлопной трубы в виде отходов типа угарного газа, углекислого газа, диоксида, одноокиси азота, двуокиси серы и даже формальдегида. Это мощные химикаты. Во всем мире, где живут люди, бензин может закончиться. Бензин — выбор. На недавнем конкурсе Bibendum в Париже собрались сотни известных автомобильных дизайнеров и инженеров, чтобы представить свои альтернативные варианты топлива будущего для автомобилей. Некоторые работали на биотопливе, некоторые — на гибриде. Там были электромобили, машины на водороде, но все они выделили намного меньше вредных веществ, чем бензин. Автомобиль создан на углеродном шасси. Джилдо Паланка-Пастер приехал на Bibendum, чтобы показать мощный спортивный электромобиль. Я могу мчаться не хуже Феррари или Порше. В отношении другого электромобиля прозвучало такое же заявление. Ускорение здесь лучше, чем у Порше. Добрый день, меня зовут Феликс Форнберг. Это Оскар. Я верю, что это автомобиль будущего. Он работает только на электроэнергии, без бензина или нефти. Вы видите электрический инвертор. Изнутри мы управляем электрической мощностью автомобиля. Мы заряжаем батареи и заряжаем освещение. У этого малыша для пригорода высокоскоростной электромотор, делающий 25 тысяч оборотов в минуту. Это в 4 раза быстрее, чем у двигателя внутреннего сгорания. У нас уже началась реабилитация от бензиновой зависимости. Шаг первый — этанол. Шаг второй — биодизель. Шаг третий — гибрид. Это потребляющий бензин автомобиль с двумя топливными технологиями под одним капотом. Они вызывают тоску в нашем сердце, когда мы стоим на заправке, и сразу думаешь о переключении. Переход в гибриды. Гибридная технология — это объединение двух движительных систем. Мы берем обычный двигатель внутреннего сгорания и комбинируем его с электромотором или электромобилем. Помните Микки Блая? Это гибридный малый с испытательной площадки General Motors в Милфорде, Мичиган. Мы в автоиндустрии пытаемся выжать из автомобиля максимальную эффективность. Причина, по которой вы используете меньше бензина, в том, что двигателю он не всегда нужен. Когда вы останавливаетесь, двигатель внутреннего сгорания выключается, а электричество продолжает обеспечивать жизнь автомобиля. Откуда берется электричество? Внутри автомобиля большая аккумуляторная батарея. Она может выработать энергию, сохранить ее и затем выпустить в двигательную систему. Эта батарейка прибавляет обычной машине примерно 100 килограммов, что, к сожалению, создает парадокс. Так как автомобиль становится тяжелее, он едет медленнее и потребляет больше топлива во время движения. Сейчас батарея состоит из гибрида никеля, который довольно тяжел. Но это ненадолго. Технологии батареи постоянно совершенствуются. Когда технологии снизят вес батареи, ее эффективность улучшится. Сегодня редко встретишь на улице гибрид, но когда батареи станут легче, станет ясно, что гибриды — это огромный шаг
к следующему шагу — стопроцентному электромобилю. Электромобили, обновление. Они возвращают нас к технологии, которая нам также хорошо известна, как включение света. Простая технология. Электричество крутит колеса независимо, поскольку ток передается от батареи. По сути, водитель поворачивает дроссель так же, как прибавляет громкости. В конце 19 века электромобили превосходили остальные машины по цене, а потом они стали историей. В конце 20 века электромобили были машинами будущего, а потом они стали историей. А сейчас они возвращаются навсегда. Электромобили — это будущее. Они крутые, быстрые и могут пролететь 100 километров на одной зарядке. Электромобили Tesla. Это родстер Tesla. Он рожден в Силиконовой долине в Калифорнии для будущих автогородов. Для Силиконовой долины вполне очевидна сеть батарей, управляемых сетью микропроцессоров. Меня зовут Мартин Эберхард, а родстер Tesla — это мое видение будущего. Типичный электромобиль прошлого проезжал всего лишь 70-100 километров. Мы хотели увеличить пробег свыше 400 километров и сделать вождение удобным. Мы нацелились на 500 километров и достигли своего. Откуда такая разница? Мы использовали другой тип батареек, в отличие от прошлого. На сей раз мы взяли ионно-литиевые батареи. Батарейки от ноутбука. Они аккумулируют больше энергии при том же весе и размере. Вместо 4 или 6 батареек, как в вашем ноутбуке, мы разместили 6831 батарею. А как Тесла приводится в действие? Когда приходите домой, подключаете автомобиль, потом ужинаете и ложитесь спать. Утром встаете, отключаете автомобиль и едете. Это так просто. Не надо покупать бензин каждую неделю. Нет отравления бензиновыми парами. Просто подзаряжаете, и этого вам хватит на 500 километров. Представьте, вы проезжаете 500 километров всего за $5. Чтобы преодолеть на бензиновом автомобиле это расстояние, вам потребуется в 5 или 10 раз больше денег. $300 в год без всякого бензина. Он вообще не сжигает нефть. Мы производим топливо для машины, когда захотим. У электромобилей нет выхлопа, но должен быть источник подзарядки. Так что наши фермеры могут производить биомассу или наставить ветряных мельниц побольше для выработки электроэнергии. Мы можем получать электроэнергию от ветряных мельниц, от солнечных батарей, откуда угодно. Итак, у нас есть различные варианты для подзарядки Тесла. Но что именно делают батареи с током? Они поставляют энергию на электронную систему контроля. Система контроля питает трехфазный электромотор. Меня зовут Малькольм Пауэлл. Наш электромотор вращается за минуту от 0 оборотов до 1350. 240 км в час. Он разгоняется до 100 за 4 секунды. Мы готовы посоревноваться с Феррари и Порше. У него тоже есть свой характерный звук, когда вы разгоняетесь. Я знаю по опыту. Все, кто прокатился на нем, выходят из него с улыбкой и говорят: «Это спортивная машина». Я считаю, что Тесла — это начало революции, которая поразит наше воображение. Тесла не единственный электромобиль на дороге. Электромобили. Обзор по всему свету. В Париже Колин Курыш создала высокоэффективный электромобиль, и ее яркое творение потрясло взоры людей. Бул и Эксе движутся на электроэнергии, но еще недавно Зуб был самым передовым из всех трех, используя литиевые полимерные батареи. Как и в высокой моде, у автомобиля Мадам Куреш экстремальный вид. Но все три электрических брата имеют отличные показатели и разгоняются мгновенно. На другом конце света, в Японии, великолепный восьмиколесный автомобиль Элика Хироши Шимизу делает большой шаг в будущее как в стиле, так и в механике. У него в каждом колесе по электромотору, которые разгоняют автомобиль до скорости в 400 км в час. При этом он предоставляет пассажирам невиданную роскошь. А в Монте-Карло Вентури создает уже второе поколение сексуальных автомобилей «Фетиш».
Хотя фетиш стоит $600 тысяч, Джилдо и его инновационная команда показала миру, что можно мчаться по шоссе на роскошном спортивном автомобиле, не расходуя при этом топлива.